И для такой категории зрителей создаются спектакли, сделанные в формате бэби-театра, когда дети сидят на подушках и внимают каждому слову и жесту актеров. А на сегодняшние показы пришли и дети постарше, и взрослая публика. В одном из залов история, рассказанная Набережно-Челнинским театром кукол «Су Анасы. Водяная», страшновато, как и в недавно вышедшем игровом фильме. Сегодня в рамках фестиваля «Навруз» работают куклы. Казахский театр привез «Ромео и Джульетту», которая адресована тинейджерам. Все атрибуты налицо: и рваные джинсы, и динамичная музыка, и стилистика поведения на сцене. Челнинцы же предлагают свою версию «Су Анасы», где есть чуть-чуть хоррора. Коллектив из 10 человек, составляющий театр кукол Набережных Челнов, до сих пор не имеет своего здания, хотя и включен в федеральную программу «Театр детям». О судьбе коллектива знает и президент Владимир Путин из уст Сергея Безрукова, курирующего федеральную программу. Пока же на очереди ввод в строй театра «Мастеровые». Однако творческая жизнь у кукольников не прекращается. Ну, я не сказала, что есть еще в худших условиях живут. Вот ребята из Горловки приехали вот на фестивале, встречались в Воронеже. Там их бомбят. Я считаю, театр кукол – это вообще уникальный театр, и приспособленное здание все равно это будет приспособленное здание, потому что у нас должна быть своя сцена, она другая, она отличается от других театров. Вот, например, мы выезжали вот на «Золотую маску» в театр кукол Голдовского, да, мы не смогли там сделать то, что мы делали у себя на сцене. А вот прочтение «Вечной трагедии» Шекспира о веронских влюбленных решена радикально, с использованием красок, которые в буквальном смысле ложатся на планшеты и лица влюбленных. Играют их, кстати, не артисты театра кукол, а драматические. Было трудно понять работы, взаимодействия с куклами и с кукольным театром. Потом привыкли. Это специально для этой роли у нас был кастинг, да. Получается, в прошлом году. Мы кастинг проходили, и вот все это обучались полгода. Жастар жылында Казан қаласына екінші мәрте. Это очень молодежный коллектив. И даже вот в сегодняшнем спектакле «Ромео и Джульетта», во-первых, заняты очень молодые актеры, которые вот буквально вот пришли в театр и сразу с институтских скамьи. Поэтому и поставлен он вот как синтез многожанровый. Я даю жизнь этим детям. Но жизнь, опять-таки же, сценическая, а в жизни, конечно, немножко по-другому там у них. Поэтому приставка «не» — это, с одной стороны, и какая-то провокация. Спектакль с пометкой 18+, весьма жесткой по темпу, ритму и использованному саундтреку. Такого прочтения Шекспира вы точно не увидите. Тинейджеры говорят на понятном им языке. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, телеканал «Эфир». Делаем новости вместе. Присылайте ваши фотографии, видео и сообщения в рубрику «Мобильный репортер». Делитесь новостями со всей республикой.